Молчать – это равнозначно тому, чтобы согласиться с тем, что принимают законы против тебя. Ну, Вадим, вот кому я могла еще написать? Я же не напишу Равилю Зиганшину, допустим, да, который вообще не посещает никак сессии. Знаете, эта боль, переполнявшая меня, она уже вышла наружу просто. К такой реакции я вообще, вот скажу честно, не была готова. Священный Разиль Валеев прям так, знаешь, это звучит моя, прям, да. На самом деле я его очень сильно уважаю. Нация никогда не забывает своих героев. Героев в кавычках. Я считаю, что люди напуганы, Вадим. Вот лично мое мнение, то, что татары напуганы. Мы уже практически потеряли язык. Завтра мы потеряем республику. Послезавтра мы, как аборигены Сибири, просто будем бороться за последний театр, да, в центре Казани. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня журналист газеты «Сиражи Сюзе» Эльвира Фатыхова. Эльвира, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились прийти на это интервью. И мы начнем с вашей статьи. 11 мая на сайте «Радио Затлык» появилась ваша публикация, ваша колонка, в которой вы, по сути, обвинили председателя комитета Госсовета по культуре, науке и образованию национальным вопросам Разиля Валеева в уничтожении татарской нации. Это самый читаемый текст на сайте «Радио Затлык» с начала этого года. Он вызвал бурю эмоций в татарской среде. И первый вопрос у меня будет: что сподвигло вас на написание этой колонки и почему именно сейчас? Ну, вы, Вадим, сказали громко уничтожение татарской нации, но не совсем уничтожение. Сподвигло меня на это как раз-таки то, что указано в статье, его стихи, которые он прочитал на юбилее Рабита Батуллы, где он говорит то, что вот мы уже давно не плачем, давно не выходим на улицы, как будто мы уже никак не проявляем активность. И вот его слова, которые не сходятся с действиями, как мне показалось, меня сподвигли написать вот этот текст. Я правильно, это его стихи собственные? Да, его собственные стихи. Он же у нас поэт, человек, который стихами о нации получил государственную премию имени Тукая. Но помимо Разиля Валеева много депутатов Госсовета, собственно, у нас в парламенте. Почему именно он, на ваш взгляд, помимо того, что он прочитал стихи, действительно виновен, на ваш взгляд, в сложившейся ситуации с татарским языком, в том числе виновен? Ну, Вадим, вот кому я могла еще написать эти стихи? То есть свою статью. Получается, я же не напишу Равилю Зиганшину, допустим, да, который вообще не посещает никак сессии. Я написала Разилю Валееву, который, как мне кажется, печется больше всех о положении дел вообще в республике, именно в положении нации. И вот, на самом деле, я его очень сильно уважаю. И после Туфана Миннуллина, как я уже обозначила в своей статье, он был последней надеждой на то, что он скажет слова нации с трибун, на то, что он как-то может изменить ситуацию. Мы, прильнув к радио, слушали вот эту сессию, но он ничего не сказал. И меня это тогда еще очень сильно удивило. А когда он уже вышел на сцену со своими вот этими стихами, вот это уже, знаете, эта боль, переполнявшая меня, она уже вышла наружу просто. Как раз вопрос о том, почему вы обратились именно к нему. В своем тексте вы пишете, что могли обратиться не к Разилю Валееву, а к Митимеру Шаймиеву, либо к его детям, а также к президенту Рустаму Минниханову. Однако, цитата: «Народ и так знает, кто они такие». И дальше вы указали, история даст им свою оценку. Вот у меня, как у читателя, для меня этот текст специально перевели с татарского языка. У меня вопрос: кто же они такие? Митимер Шаймиев, Рустам Минниханов, на ваш взгляд, естественно. Ну, по крайней мере, они не защитники нации. Но я просто видела, сама жила в эпоху президентства, получается, Митимера Шаймиева. И также я видела, как у нас правит Рустам Минниханов. И в это время, вот как раз-таки во время их правления, их президентства, у нас в республике даже не оказалось того, что было в то время, когда училась я. То есть не оказалось уже кафедры татарской журналистики, как минимум, факультета татарского языка и литературы, и татарские школы скоро сойдут на нет. И вот поэтому
я и обратилась к Разилю Валееву. Меня удивляет то, что вы уже дважды за интервью сказали, что ждали какого-то слова Разиля Валеева. Почему все это ограничить словами? То есть, почему вы не говорите о том, что должны быть какие-то действия? Сказать, видите, он же все-таки сказал какую-то важную вещь про татарский язык своим стихотворением, правда, не в Госсовете, а на юбилее. Но тем не менее, где действия? Почему вы не требуете действий? Лучше бы он эти стихи сказал во время заседания 29 ноября. А что бы изменилось? Ну, может быть, как-то что-то могло бы поменяться. Хотя бы народ услышал бы то, что он вышел в защиту них. Но тогда же никто ничего не сказал в тот день, если вы помните. Мы слушали по радио все это. И нас удивило даже, что все промолчали, никакой реакции абсолютно не было. Вас вообще удивило такая реакция на вашу публикацию на сайте Радио Затлык? Там какую-то сотня с лишним комментариев, 200. Мы как раз перейдем к этим комментариям, но, насколько я понял, в социальных сетях именно татары очень активно обсуждали этот текст. Вы ожидали такой реакции? Ну, работая в журналистике и будучи публичным человеком, надо быть готовой к любой реакции. Но вот к такой реакции я вообще, вот скажу честно, не была готова. Мне казалось, что я сказала просто элементарные слова, которые должен сказать любой представитель моей нации. Если бы этот человек услышал именно эти стихи, любой бы, наверное, я думала, подействовал так же, как мне казалось. И вот я сегодня только с утра узнала, что мой текст был переведен на русский язык, и мне друзья якуты уже написали об этом, то, что они читали мою статью. То, что статья еще была переведена на турецкий язык, я знала. И такого ажиотажа я не ожидала, честно. То есть что конкретно? Именно ажиотаж в чем проявляется? В негативных комментариях или в поддерживающих вас комментариях? То есть в чем именно? В таком внимании вообще. Во внимании такого количества людей. И не только там, допустим, в России и даже за рубежом. Давайте тогда мы немножко перескочим. Я вернусь к тому, что хотел спросить. Как раз именно про то, что вы только что сказали, что, в принципе, каждый человек должен, тот, кто считает, что татарский язык важен, и татарская нация важна, должен был и мог бы написать подобный текст или высказаться каким-то иным образом. Насколько я правильно понимаю, вообще в татарской журналистике подобные критические тексты в отношении представителей власти, особенно такого священного, как я понимаю, для многих Разиля Валеева, критические тексты очень редки. Почему? То есть, на мой взгляд, это прежде всего самоцензура. Но, однако же, возможно, есть причина, что просто нету достаточно количества независимых изданий, где журналисты могли публиковать свое критическое мнение. Хотя вообще журналисты, я считаю, что мнение должны свои публиковать, но это уже мои личные заморочки. Колонки – это все-таки не журналистика. Но мы сейчас не будем об этом говорить. Почему так мало реальной критики со стороны татарских журналистов? Или, может быть, я просто не вижу? Да, вы как не носитель языка, просто вы их не видите. На самом деле очень много критических статей. И даже в нашей газете «Сиражи Сюзе» критические статьи, наверное, составляют половину всего издания. Поэтому я думаю, вы не вправе так говорить про татарскую журналистику. А насчет самоцензуры, да, такое есть. И даже вот после той публикации, вот этой статьи моей, даже не статьи, знаете, вот как вы сказали, да, мнения, да, просто колонки. Вот, мне звонили редактора изданий, они мне говорили, ну, для чего это тебе надо было, ну, что это тебе дало? Ну, лучше, да, государственных изданий, редактора они звонили. И вот, но у них вот уже цензура сидит так глубоко, что они считают, такого не может быть априори. Вот. Ну, то есть, помимо, вот вы говорите, звонки с редакторов государственных СМИ, еще с вами кто-то связывался после вашей публикации? Я не имею в виду комментариев в Фейсбуке, либо на сайте Радио Затлык, а вообще в целом, может быть, чиновники какие-то, может быть, сам Разиль Валеев. Чиновники не связывались, но очень много было статей, то есть откликов ВКонтакте, в Фейсбуке, по Телеграму даже писали совсем незнакомые мне люди, по WhatsApp были отклики. Ну, в общем, очень много людей мне писали, и
те сообщения, которые ко мне доходили, они были одобрительными. И даже я видела, комментарии мы еще не подошли, да? Да, я выключил. А Разиль Валеев, как он поступил, он просто написал, как бы отдал свое выступление, текст своего выступления, который он делал в апреле, уже 25 апреля, в газету «Ватаном Татарстан». Я еще, оказывается, подписана на его инстаграм-аккаунт. Вот на днях я увидела, что он печатает вот это вот выступление, то есть текст выступления именно в инстаграме тоже. С юбилея, в смысле? Нет, не с юбилея, а с 25 апреля он выступал на сессии Госсовета. И вот то выступление, якобы то, что я как будто бы не молчал, я же говорил уже, я уже сказал свое слово. И вот он дает это выступление, я не знаю, может быть, в качестве опровержения моего текста, что ли. Давайте как раз вернемся к тексту. Вы пишете. Это перевод, который мне предоставили, если что, поправляйте меня. Вы сказали: давайте, Разиль Абый, выведите нас на улицы, позовите народ за собой. Это, естественно, я выдираю фразу из контекста, но я объясню, почему почему так делаю. Собственно, позиция многих татар, которая заключалась в том, что они отмолчались и отсиделись дома, когда их нацию лишали языка обязательного изучения. О нем уже, об этой проблеме я уже неоднократно говорил в эфирах и задал вопросы. И у меня вопрос: я не очень понимаю, почему в данном случае вы, поскольку вы автор текста, и, как я понимаю, очень многие, поскольку вам виднее, ждут чего-то, какого-то, я извиняюсь, пинка от депутатов, от людей, которые, я извиняюсь, очень далеки от народа, в том числе священный Разиль Валеев. Почему представители татарской нации чего-то ждут всегда от кого-то? Не всегда конкретно в этом вопросе, но сами очень изредка пытаются что-то сделать. Я, естественно, говорю только о вопросе татарского языка. Священный Разиль Валеев, прям так, знаешь, это звучит моя, прям, да. Оценочное суждение, в кавычках, естественно. Да, но я бы не сказала, что татарские активисты вообще ничем не занимаются. Я такого не говорил. Они тоже проявляют какую-то активность. А почему я сказала это Разилю Валееву, если вы об этом, то просто вот в его стихах было такое, то что мы давно не выходим на улицы. Он, знаете, это говорит с таким недовольством, с негодованием, как будто мы уже привыкли жить вот так вот. И поэтому я обратилась к нему, раз уж он эти слова сходят с него, с его уст, то значит давайте вы выведите, если. А так-то мы выходили на улицы, мы выходили перед Госсоветом, пели Тугантель, мы им вручали алифба, мы их провожали на сессию и с надеждой. Вот, и меня это тоже очень удивило. Если правильный перевод дать, вот вы сами сказали, с надеждой на то, что хотя бы выскажутся на то, что так делать нельзя, язык преподавать нужно в обязательном порядке и прочее. Почему у вас какая-то вообще есть надежда на депутатов? Ну, может, я честно не понимаю. Вот вы журналист. Вы знаете, да, я журналист, но я прежде всего женщина. И во мне это нормально, когда во мне говорит сердце. Во мне говорят эмоции, во мне все-таки есть вера, надежда. Я же не могу жить просто пессимистично и закопать себя саму, да, все равно завтра меня не будет, все равно завтра мы умрем. Но поэтому у меня была надежда. И она у меня до сих пор имеется. Почему? Я правильно понимаю, что надежда прежде всего на слово, а не на то, что можно что-то изменить? Вы же понимаете, что принято решение Госсоветом, не Госсоветом придуманное. Ну, то есть да, политически невозможно было практически ничего. Можно было только крикнуть. Только надо было кричать раньше, а не 29 ноября. Вот на что все-таки прежде всего была надежда у вас? На то, что выскажутся, или на то, что этого не будет? На то, что и выскажутся, и этого не будет. Почему? Даже вот если этот текст всколыхнул общество, если этот текст, даже мой, да, такой сентиментальный, экспрессивный текст был переведен на русский, на турецкий языки, неужели, и взбудоражил общество, неужели, допустим, тот же самый Разиль Валеев не мог выступить с трибуны, сказать какое-то слово и просто поднять депутатов и изменить вот это решение? Но если бы даже он что-то сказал, мы бы это услышали.
мы бы приняли это. А молчать – это равнозначно тому, чтобы согласиться с тем, что принимают законы против тебя, против твоей нации, народа. Кстати, возвращаясь к тому, что вы там намекнули Разилю Валееву вывести на улицы, опираясь на его стихотворение, не надо забывать, что господин Разиль Валеев в том числе принял законопроект, ужесточающий проведение митингов в Казани. Об этом забывать не нужно, потому что благодаря ему, в том числе и остальным 99 депутатам, по центру Казани нельзя пройти шествие, потому что там стоматология. Но я это помню, я это буду помнить. Мы еще помним то, что Роберт Миннулин выступал когда-то против того, чтобы День памяти сделать официальным днем, да? И нация никогда не забывает своих героев. Героев в кавычках. И мы это будем помнить. И мы будем помнить Разиля Валеева, который ничего не сказал 29 ноября. Продолжая по тексту. Татары не спят, пишите вы. Продолжение цитаты. Татары, видя действия таких депутатов, как вы, обращаясь к Разилю Валееву, потеряли надежду на светлое будущее. Я вот опять все-таки со своей, может быть, детской наивностью все никак не могу понять, почему люди надеются на депутатов и после их молчания теряют надежду на светлое будущее. Подожди, депутаты – это слуги народа, да? Нет. Да. Фактически? Для меня – да. В общем, мы их выбираем, и поэтому мы имеем право на них надеяться. И мы можем потребовать, опираясь на нашу надежду, от них каких-то действий. Как-то неактивно просили, нет? То есть надеяться, да, я понимаю, вот вы пишете, что чтобы пробудить надежду, хватило бы одного вашего слова, если меня правильно перевели. Помимо того, что любые люди, жители, в данном случае жители Татарстана, имеют право требовать что-то от своих депутатов в идеальном мире, конечно, не в данном случае от слова совсем, но требования-то где? Где эти были требования? Вышли прямо с акцией. Перед Госсоветом и были требования, 100 человек? Вадим. Вышли с песней «Тугантен», это очень красивая была акция, вы подарили азбуку, я это все прекрасно помню. Красивая, да. Но это требование? Не только же 100 человек, до этого артисты там выходили, да, еще у нас. 50? Но не только. Я говорю, Эльвира, о том, что где те, у нас сколько проживает татар в Татарстане, напомните мне, вам виднее. По-моему, как минимум, там 1,7 миллиона. Если половина, то да? 3, да, 1,7, да, Вот. 1,7. И я, конечно, не требую от всех чего-то, я вообще не имею права ни от кого ничего требовать. В Казани только 500 тысяч татар примерно. Где все были татары, когда отнимали у них язык? Кроме интернетика, это не претензия к вам. Вы вышли хотя бы на акцию «Тугантель». Другие не вышли. Запрещали митинги, я все понимаю. Но даже на согласованном вышло там 150 человек. Почему, на ваш взгляд, Люди напуганы. вот татары спят? Хотя вы говорите, что они не спят. Я считаю, что люди напуганы, Вадим. Просто лично мое мнение, то, что татары напуганы. И если бы, допустим, учителя вышли, да, всей своей оравой, да, то они бы могли потерять места работы, работы, да. И поэтому... так они потеряли татарский язык. Вообще, да. Но все равно, конечно, в конце они потеряли, да, работу в итоге. В итоге, многие, да. Поэтому, но в то время еще, может быть, у них была надежда на то, что все-таки как-то изменится в положительную сторону ситуация. Когда? На самом деле, Вадим. Осенью, в смысле, прошлого года? Да. Когда решался этот вопрос? Да. Решился вопрос не в нужную сторону. Дальше что? Не в нужную сторону? В смысле, для татар. И где эти люди еще, сейчас? Я думаю, что не до сих пор решился все-таки. И осенью, когда будет рассматриваться вот этот законопроект, может быть, все еще вернется на круги своя. И так знаешь, это же дополнение, Эльвира. То есть это никак не соприкасается. Ты знаешь, когда вот этот вот законопроект против родных языков будут принимать, все-таки они же будут отправлены в регионы. Вот этот вот уже закон. Отправили? Да. И я считаю, что депутаты наши, они все-таки посмотрят. И если у них есть уж хоть капелька мозга, да, они свои пожелания, свои какие-то требования, свои изменения, они внесут. Наши депутаты? Да, имею в виду наши депутаты. Но они уже обратились к Володину с намеком, да, что не надо так. Да, они внесут свои изменения. Все-таки это, думаю, надо делать параллельно и вносить свои предложения.
и изменения в действующий законопроект и решить вопрос в положительную сторону. Но вот Если уж мы говорим о равноправии языков, государственных языков в Татарстане, равноправия, как вы понимаете, 29 ноября уже никакого нет. Давайте перейдем к комментариям, которые поступили, которые были опубликованы на сайте Радио Затлык, вашей публикации. Там очень много, их около 200. Мнения разделились примерно, давайте, то, что мне перевели, я так понимаю, чуть больше, или давайте возьмем половину, хорошо, поддерживают вас, половина поддерживает Разиля Валеева. В том числе, например, самое, что меня очень удивило, я написал своей знакомой, что этих людей уже не спасти. Они назвали вас, некоторые, или один человек, доносчицей. То, что вы своим текстом донесли, так скажем, времен 1937 года, там так прям все написано, на Разиля Валеева. Вот вы вообще как относитесь к такому трешачку? И почему вы... То есть, как вы думаете, почему у людей такое мнение складывается? У конкретно, не важно, просто мне интересна ваша позиция. но плюрализм мнений никто не отменял. Это тем не менее, но ваше мнение все равно есть на этот счет. Да, но если уж люди, кто-то там считает одно, другое считает. Если бы даже я на улицу вышла и раздавала чемодан денег, кто-то сказал бы спасибо, кто-то покрутил бы у виска, да? Сказали бы совсем, уже крыша поехала у человека. Поэтому могут быть и отрицательные комментарии, и положительные. Кто-то может защитить Разиля Валеева, кто-то меня, но все эти люди, которые там написали, все-таки есть объединяющий фактор их. Это все люди, которые за язык. За то, чтобы было равноправие языков в Татарстане. И поэтому меня радуют как негативные тексты, так и положительные тексты. Я просто не очень понимаю. Знаешь, меня что удивило? Меня удивило то, что некоторые люди почему-то склоняются к мнению, что этот текст был написан именно моим главным редактором. Искандером Сираджи. Да, Искандером Сираджи. Он там тоже высказался. Он там комментарий написал, да, но это было сугубо мое личное мнение. И даже мне вот смешно со стороны смотреть и представить, как Искандер Сираджи мог бы написать такой эмоциональный текст. Реально, это все-таки мои эмоции, и это мой текст. Объясните мне, пожалуйста, как человек, который и был на этом юбилее, и который как-то положительно относился к Разилю Валееву, или, может быть, относится в части защиты татарского языка в свое время, то, что он делал, почему люди, на ваш взгляд, после вашей публикации, насколько я понял, мне переводили, что некоторые настолько защищали Разиля Валеева, что он столько сделал. Что в головах у этих людей? Я пройду дурацкий, просто есть факт. Есть Разиль Валеев, который в 90-е, в начале 2000-х делал многое, наверняка, я не помню, для развития татарской нации, школы, детские сады и прочее. Да, а есть реальные показатели, когда исчезли. И это тоже. И есть то, что произошло осенью прошлого года. Я не вставлю вину ни в коем случае, Разиль, что виноват только он. Виноваты все. И федеральный центр в том числе. Но почему люди, когда у них этот Разиль Валеев их не защитил, их язык, даже хотя бы не высказался, как вы сказали, до сих пор они его свято защищают? У меня это в голове не укладывается. Я хотел бы узнать, почему, ваше мнение насчет почему. Да, как вы, естественно. Но почему люди защищают Разиля Валеева? После произошедшего осени. Даже именно те люди, которые переживали, и для них татарский язык очень важен. Я не могу ответить на этот вопрос. Видите? Я не знаю, на самом деле ответа я не знаю. Это какая-то, знаете, мы с вами говорили о какой-то вере в депутатов несколько минут назад. Мне кажется, это из этой же серии. Но я лично верила и ждала, и надежда была.
Но почему люди, вот как вы говорите, защищают Разиля Валиеву и депутатов защищают, видя, что они ничего не делают, то что мы уже практически потеряли язык, завтра мы потеряем республику, послезавтра мы, как аборигены Сибири, просто будем бороться за последний театр, да, в центре Казани. И поэтому я не понимаю, на самом деле, вот я согласна с тем, что не вижу необходимости как-то защищать этих депутатов. И не могу ответить за комментарии тех людей, которые его защищают. Помимо того, что у вас там называли доносчицей, это одно. Вы в своем тексте, если мне не изменяет память, сообщили, что вы, я извиняюсь, но вы все равно написали для публики, боитесь рожать, потому что ваш будущий ребенок не сможет пойти с большой долей вероятности в детский сад татарский, татарскую школу и прочее. И определенное количество сумасшедших начали писать, что и говорить, что вы очень молода еще, чтобы писать такие тексты про самого, что вы вообще сначала родите, а потом что-то говорите. Вот как вы относитесь к таким пациентам? Пациентам? Но если уж так рассматривать, то тот законопроект, который направлен против родных языков, да, который будет рассматриваться, соавтором этого проекта является Алена Аршинова, и ей 33 года. Да, почему-то ей можно писать вот такие вот законопроекты, да, с кем-то, а мне в свои 30 нельзя писать статью. Она же почему? народная избранница. Вы же мне это говорили 20 минут назад. Подождите, я вот имею право, я думаю, высказаться, исходя из своих соображений. Вот последние 1,5 месяца активно обсуждали вот законопроект о добровольном изучении национальных языков, внесенный в Госдуму. Мы с вами уже обсудили, что вроде как он будет рассмотрен осенью только. Однако же я опять каких-то протестов-то не увидел. Я увидел, что и петиция на сайте change.org против этого законопроекта на утро среды набрало 22 866 человек. Да, я видела тоже. Я понимаю, что не все они из Татарстана, и не все они из Казани и так далее. Но где хотя бы 1000? Даже Тугантель уже не поют. Вот сессия у нас будет в конце мая. Госсовет, насколько я понимаю. Почему, на ваш взгляд, человека, который куда лучше, больше, чем я, понимает, как, чем живут татары, что для них важно, и почему они не спят, по вашему мнению, почему эти люди молчат, кроме интернетиков? Ага, насчет петиции. Это как раз-таки в интернете, да? Да, я к тому, что здесь, то есть в интернете это одно. Ага. Я не вижу. Вадим, но все-таки, знаешь, активисты татарского языка подавали больше 20 уведомлений о митингах. Да, я знаю. Да, в защиту татарского языка. И 20 мая все-таки он пройдет. И разрешения никакого не было им. Ну вот 20 мая, ладно, он пройдет. Или там, если им дают даже разрешение, то, извините, не в лесу же Юдины, да? Ну, так, грубо говоря. В феврале в проспекте Победы был митинг, организованный в том защиту татарского языка. Ну, хорошо, вышло что проспект Победы. Человек. Ну, хорошо, что проспект Победы. Ладно. Они Васинова, да, как там давали один раз. Ну, просто меня удивляет тоже саму тот факт, что очень мало людей выходят на улицы, но иногда даже я сама не в курсе тех митингов, которые проходят. Иногда. Не все об этом знают, нет никакой информации. И если это только, как ты говоришь, те, кто сидят в интернете, да, они знают информацию, да, они выходят, но иногда и даже они не знают. Даже я сама могу остаться где-то не в курсе событий, будучи журналисткой. Информации нет, и как-то она... Надо работать более оперативно, что ли, в этом плане. Вот это наше упущение, есть такое. Посмотрим, что будет 20 мая. И то, что не выходят люди на митинги, все-таки я думаю, что это связано только с тем, что люди не знают. Я даже не могу предположить у себя в голове, у меня не может это уложиться никак, что люди могут быть нейтральны к этому вопросу. Это же вопрос не только о твоей родословной татарской, но и о твоем будущем вопрос. Вот. Посмотрим, что будет 20 мая. У нас сегодня в гостях была журналист Эльвира Фатыхова. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в наших социальных сетях и на канале в YouTube. До свидания.